Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Новая мечеть, встреча с земляками и готовность наращивать торгово-экономическое сотрудничество. На самом деле мечтали давно, чтобы здесь появилась мечеть. В первую очередь спасибо президенту Республики Беларусь Лукашенко. Для чего Рустам Минниханов прилетел в Беларусь и о чем успел договориться с президентом Александром Лукашенко, расскажет Сергей Хайдаров. Жители Каибицкого района чтут героев социалистического труда. Героев мы должны знать, наши дети должны продолжать вот эту добрую традицию. О судьбе тех, на чьей груди орден блестит. Алия Хайрудинова. Тонкости зимы. Может, через Кирсагамбы там вообще воды сейчас льда нет. В Татарстане участились случаи гибели любителей зимней рыбалки. С чем это связано, разбирался Рамиль Галиулян. Новый год в начале декабря. Такие чудеса на телеканале ТНВ. На съемке новогоднего голубого огонька заглянула Вероника Гайнудинова. Сегодня Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова расширять сотрудничество с Татарстаном в нефтепереработке, нефтехимии и машиностроении. Об этом президент страны сказал на встрече с Рустамом Миннихановым. Узнать о жизни белорусских татар, побывать в соборной мечети Минской, договориться о новых совместных проектах с Александром Лукашенко – это лишь малая часть программы двухдневного визита Рустама Минниханова в Беларусь. Президент назвал соборную мечеть Минска солидной, а белорусских татар поблагодарил за сохранение традиций и пригласил на празднование столетия ТАССР. Подробности визита у Сергея Хайдарова. Рустам Минниханов прилетел в Белоруссию прямо из Братиславы еще ночью. В национальном аэропорту его встретили заместитель премьер-министра этой страны Игорь Лешенко и посол России Дмитрий Мезенцев. 15 лет прошло с тех пор, как вы посетили стройку. Да. Помните еще фундамент и замечания делали. Я вот понимаю, смотрите, здесь проект, чтобы вас... А вы так важны? Это уже утром мы в соборной мечети Минска. Здесь Рустама Минниханова встречает его старый знакомый муфтий Абу Бекир Шабанович. Открыли мечеть в 2016 году. Во время Уразы и Курбан-Байрам она собирает до 2000 верующих. Тепло, светло. Люди довольны. Рустам Минниханов соборную мечеть назвал солидной. Также познакомился с историей в местном музее. Мечеть, которая никогда не закрывалась никакими властями, не смогли. После экскурсии Рустам Минниханов тепло поблагодарил муфтия. Сколько я его знаю, он такой. Пусть и мясо. А это уже встреча с татарами, проживающими в Белоруссии. Согласно последней переписи, татар в регионе 7000. 1500 из них живут в Минске. Пользуясь случаем, народный коллектив просит помочь с музыкальными инструментами. Рустам Минниханов тут же дает поручение и приглашает на столетие ТАССР. Конгресс татар, в меру своих возможностей, всегда помогает, будет помогать. Баян, тальян, приглашение на столетие. Творческих коллективов, мы это все протокольно запишем. Кроме того, Рустам Минниханов поблагодарил Александра Лукашенко за содействие и помощь в строительстве соборной мечети в Минске, а также выразил надежду, что торгово-экономические взаимоотношения будут расти. 20 лет союзному государству мы очень плотно работаем по всем вопросам. И техника, и нефтехимия, и поставки нефти. Вместе с нами генеральный директор компании «Татнефть» Нарил Фатович Маганов. 18 заправок у нас здесь уже, да? Новые пути сотрудничества Рустам Минниханов сегодня будет обсуждать с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Сергей Хайдаров, ТНВ, Беларусь. Владимира Путина завтра ждут в Челнах. Президент страны приедет на празднование 50-летия КамАЗа. Сегодня информацию подтвердили в Казанском Кремле. Ожидается, что это будет краткий визит. Владимир Путин примет участие в торжественном митинге рабочих. Напомним, это его 4-я поездка в Татарстан в этом году. И, что называется, на марше.
Все они были разные, где-то он приезжал непосредственно пообщаться с общественностью. Это был первый формат, когда Владимир Владимирович общался с общественниками на площадке. Здесь у нас в парке Урицкого, в ДК «Московский». Потом он приезжал в рамках совещания, связанных с оборонно-промышленным комплексом развития, у нас был на КАПО. В общем, безусловно, все эти визиты мы оценим как серьезное внимание главы государства к региону, как одному из центров экономической жизни, и промышленному центру с нашей страны. Сегодня День Конституции России. С поздравлением к татарстанцам обратился Рустам Минниханов. Сегодня республика – один из динамично развивающихся субъектов России, место проведения престижных мировых и всероссийских чемпионатов и форумов. Мы постоянно обращаемся к богатому опыту государственного развития, накопленному нашей страной и республикой, определяем его новые перспективные направления. Особую актуальность это приобретает в преддверии широкого празднования столетия ТАССР, отметил Рустам Минниханов. Тем временем большинство россиян, 68%, считают, что в Конституцию страны можно и нужно вносить поправки. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение». Большинство высказалось за улучшение социальной политики. На втором месте повышение уровня жизни, на третьем – качество медицины и образования. 17% россиян заявили, что Конституцию пересматривать не следует. Выбор за мной, а точнее за российскими школьниками. Сегодня в День Конституции 100 учеников со всей республики прошли квест по истории выборов и избирательному праву. Кто справился, увидела Наталья Мезина. Мы рисуем наш плакат, и голубой вагон символизирует СССР. Это как наше прошлое, и мы смело движемся вперед. И жизнь — это выбор, и у нас много путей развития нашей страны. Осознанный выбор школьники делают уже сегодня. Конституцию России знают от и до. Для одних это защита своих прав, а для Аделины еще и чужих. Готовится стать юристом. Мне общество нужно, я в 11 классе, и я сдаю его. И я считаю, что политика – это очень важная сфера. Ты выбираешь будущее своей страны. Фундамент будущего сотни учеников со всего Татарстана строят прямо здесь. Пройти 16 станций на знание законов, права и общества. Время ограничено. Самые трудные вопросы это были логические вопросы. Задание по структуре Конституции, по ее содержанию, потому что наизусть все помнить невозможно. Секции связаны с кроссвордом. Там был очень большой объем информации и очень много понятий, которые мы еще не знали. Имена героев в истории Татарстана, задачи по избирательному праву. Гражданин России должен быть вооружен не только интеллектуально, а даже творчески. На станции лирики школьники буквально за 5 минут придумывают острые политические строчки. На выборы с семьей пойдем. России счастье принесем. А сделать правильный выбор поможет активная гражданская позиция. Они должны знать уже с учебы в старших классах, что жизнь и деятельность каждого человека, общества строится на законах, но есть главный закон, и этот закон – Конституция. Для лучших знатоков – дипломы и ценные призы. Наталья Мезина, Данил Филатов, ТНВ, Казань. О них помнят, их чтут. Сегодня в селе Большие Кайбицы открыли бюсты 4 героям социалистического труда. В районе их 8. Лица для скульптур воспроизводили по сохранившимся фотографиям. Дань памяти героям отдала и Алия Хайрудинова. Вот здесь она жила. Вот эта теперь табличка напоминает о ней, о том, что здесь она проживала. Уже 20 лет в селе Ибалаково об Аграфене Сергеевой напоминает лишь ветхий дом. Тропа к нему не зарастает. Жители села помнят свою героиню соцтруда. Помнят и то, что хрупкая девушка ковала великую победу. Зенитчицей освобождала Польшу и Украину. Она была очень веселая, трудолюбивая женщина. Всегда старалась помочь другим нашим односельчанам. Но, к великому сожалению, она умерла. Мы ее похоронили всем селом. Объявляю открытыми! Сегодня ей и еще 3 героям соцтруда в селе Большие Кайбицы открыли бюсты. Родственников многих уже не отыскать. А те, кто пришел, благодарят героев за мир. Очень была добрая, хорошая, отзывчивая. Всегда я к ней ходила. Маленькая была, ходила. Мне нравилось, как она угощала конфетами. Берут пример с героев и юнармейцы. Абрар Бурганов в годы Великой Отечественной ударно работал мотористом на Казанском авиационном заводе. Не забывали и про труд сельчан. У конюха Германа Ионова на груди особая татарстанская звезда. В 1931 году
был издан указ о создании звания Героя социалистического строительства Татарской АСР. И одним из первых в республике тогда вот это звание присудили нашему земляку Герману Ионову. Звезда Героя социалистического труда блестит и на груди Раиса Загидуллина. Он строил Кировскую дамбу и был одним из инициаторов внедрения автопоездов. Тем самым резко увеличилась производительность труда. В Татарстане 156 героев соцтруда, 8 из них из Кайбецкого района. В 2015-м установили первые 4 бюста. Инициативу сельчан притворил в жизнь местный скульптор Вячеслав Носов. Железу схожесть с героями он придавал по чудом сохранившимся фотографиям. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Кайбецкий район. Открыто, честно и быстро. Госжилфонд Республики сегодня впервые пообщался с ипотечниками через интернет-трансляцию. В режиме онлайн пользователи задавали вопросы, на которые отвечал глава ведомства. Ипотека, строительство, договоры займа, высокие технологии общения с властью оценил Рамиль Шайдуллин. Это прямой эфир с исполнительным директором Государственного жилищного фонда при президенте Республики Татарстан Маратом Зариповым. На дисплее горит онлайн, на страничке в соцсети первые секунды трансляции, но в комментариях уже сыпятся первые вопросы. Впервые Госжилфонд отвечает на них в режиме реального времени. Но у нас в соцсетях действительно люди активно задают вопросы, мы на них стараемся отвечать и решили, что можно попробовать такой инструмент, он достаточно перспективные. Почему мало строите жилья в Высокой горе, спрашивают подписчицы под ником «Жизнь поет». Это касается, в принципе, всех пригородных районов города Казани. Это и Высокая гора, это и Пестрецы. Значит, отсутствие земельных участков. А вот что происходит за кадром: профессиональный свет, команда, отвечающая за стриминг, и специалист, постоянно мониторящий список вопросов из всего потока. Нужно выбрать самые наболевшие и актуальные. Вопросы со всей республики и не только. Здесь все, что волнует соципотечников. Цены на жилье, новые условия, программы для молодых семей, мат-капитал и займы. Очень понравилось, что вот такая большая активность у людей. Ничего, наверное, нового мы не услышали. Действительно, вопросы они наболевшие, они имеют место быть. Мы над ними в ежедневном режиме работаем. По планам Госжилфонда это не последняя трансляция. Такое интернет-общение может стать постоянным. До конца года оба дома будут сданы и заселены. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Техническая ошибка или устаревшая архитектура. Чем вызван массовый сбой на госсайтах? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Детали президентской программы «Наш двор» озвучат до конца этого года. Что изменится во дворах татарстанцев? Как поменяются тротуары, дороги, площадки и вся внутренняя территория, расскажут на специальной пресс-конференции с участием Рустама Минниханова. Сегодня об этом заявили в Казанском Кремле. Пока ведутся финальные переговоры со строителями и подрядчиками. К другим темам. Их не пугает ни теплая погода, ни бесконечные предупреждения. Спасатели Татарстана бьют тревогу. С начала зимы в республике погибли уже 5 рыбаков. Последняя трагедия произошла накануне в Казани. Как увлечение грозит увлечь насовсем, расскажет Рамиль Галиуллин. Поступил сигнал от оперативного дежурного, что в районе памятника, в районе Кировской дамбы провалился человек под лед. Ушел под лед на глазах очевидцев. Трагедия произошла в среду утром недалеко от Кировской дамбы. Ровно 4 минуты и на место прибыли спасатели. Тело пенсионера нашли на 6-метровой глубине. Там, где он ушел под воду, толщина льда была всего 3 сантиметра. Прочность всего 50% от естественного льда. Несмотря на тепло, любители зимней рыбалки не собираются сматывать удочки и буквально ходят по тонкому льду. Возможность отправиться в плавание на льдине и даже утонуть их не пугает, говорят спасатели. Наиболее опасные места – это мост через Кировскую дамбу. Мост через Кировскую дамбу, там вообще воды, а сейчас льда нет. И в этом месте имеется крутой поворот на 90 градусов течения. И, соответственно, крутой поворот течения приводит к его усилению, и в этом месте всегда промоины. С начала ледостава в республике погибли 5 человек. В Алексеевском районе провалился под лед пенсионер. Он ушел рано утром вместе с соседом, но второй побоялся выходить и остался у берега. Толщина льда там была всего 5 сантиметров. А это Чистопольский район. 56-летний мужчина ушел на рыбалку и перестал выходить на связь. Спасателям потребовалось около часа, чтобы извлечь его тело на поверхность. По словам спасателей, выходить на лед в такие нестабильные морозы опасно, причем как на машине, так и пешком. Лед еще тонкий, и попасть в полынью может любой, независимо от опыта.
Веревка, спасательный жилет и мобильный телефон. Все это должно быть у рыбака на опасном льду, говорят спасатели. За выход на лед толщиной меньше 7 сантиметров штраф. Ущерб, штраф плюс конфискация. Даже это не останавливает вот таких вот жадных до прибыли. По мнению спасателей, полноценное ледовое покрытие на воде установится только через неделю с наступлением холодов. Но и тогда нужно быть осторожными. Рамиль Галиуль, Надель Мендубаев, ТНВ, Казань. Обязательный пункт Санпина о посещении бассейнов только при предъявлении справок в России может исчезнуть. В начале декабря Роспотребнадзор доказал в Верховном суде, что справка от врача не обязательна. Более того, требование таковой нарушает права потребителя. Готовы ли к изменениям татарстанские бассейны? Вопросом задался Ленар Гинатуллин. Розе Мингареевой бассейн прописали после травмы поясницы. Перед посещением она прошла медосмотр и получила справку, что здорова. Говорит, так должен поступать каждый. Наверное, все-таки опасно. Кто чем болеет, никто ничего не знает. Эта справка была уже как-то спокойно к этим будем. А вот Роспотребнадзор ратует за отмену справки. Есть санитарные нормы и требования к подготовке воды в бассейнах. При их соблюдении никакие грибки и вирусы не страшны, говорят в ведомстве. Позицию разделил и Верховный суд России, только многих это не радует. Мне кажется, обязательно справка нужна. Мы вот взрослые со справкой ходим. Мы тоже уверены в том, что другой тоже придет со справкой. Хочется в бассейн ходить, а чтобы попасть, нужно собирать эти справки. Это морок. Я решил провести эксперимент и прямо сейчас попасть в бассейн спортивного комплекса «Ватан». Но, к сожалению, без медицинской справки меня не пустили. Почти во всех бассейнах руководствуются все теми же старыми правилами посещения, потому что распоряжение по отмене справки не поступало. Есть категория граждан, которые посещать бассейн по медицинским причинам не могут. Или были случаи эпилепсии, допустим, в бассейне. То есть, если мы не будем знать эти случаи, а просто будем запускать людей в бассейн, то есть мы очень большой риск на себя берем. Грибок или зуд, подхватить кожное заболевание в бассейне можно, говорят врачи. Важно помнить о личных тапочках и шапочках. При посещении в бассейне, к сожалению, возможно заразиться многими болезнями. Это микозы кожи, онихомикозы ногтей, контагиозный моллюск, бородавки. Если распоряжения поступят, то без справок в бассейн по новым правилам смогут пройти все старше 12 лет. Тем, кто младше, документ обязателен. Справку придется предъявить и в тех регионах, где санэпидемобстановка вышла из нормы. Ленар Гинатуллин, Алия Хайруддинова, Лилия Гатина, Фанис Исханов, Ленар Султанов, Александр Лобанов, ТНВ, Набережные Челны. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Что будет, если не будет воспитания? Побил 3 рекламы людоеда по телевизору, но извините, дальше уже некуда. Что делать? Что говорят эксперты, выслушал Дмитрий Аринин. Новый год в начале декабря. Такие чудеса на телеканале ТНВ. На съемке новогоднего голубого огонька заглянула Вероника Гайнутдинова. Не только учить, но и воспитывать. Сегодня в Казанском филиале Университета прокуратуры России прошел круглый стол. На встрече представители органов власти и духовенства обсудили духовно-патриотическое воспитание. Как относиться к абортам, однополым бракам, чрезмерному влиянию на молодежь интернета и соцсетей. Что предложили, на встрече выслушал Дмитрий Аринин. Это так называемые теперешние, в скобках, ценности Европы и Америки. Однополые браки, инцест, педофилия, эвтаназия, людоедство. Я видел 3 рекламы людоедства по телевизору, но извините, дальше уже некуда. Список того, что, как говорят, пагубно влияет на современное общество и молодежь, сегодня привели большой. Гораздо сложнее сказать, что со всем этим делать. Подобные научно-образовательные мероприятия – это возможность получить новые знания, обменяться опытом, обсудить в дискуссиях актуальные вопросы. Как сегодня не раз подчеркивали, это не молодежь плохая, это взрослые порой плохо ее воспитывают. При этом советов, что делать, чтобы человек встал на праведный путь, человечество уже накопило достаточно. Сегодня вспоминали изречения Платона, Аристотеля, Макиавелли и Владимира Путина. Нельзя создать здоровое общество, благополучную страну, руководствуясь принципом «каждый за себя», следуя примитивным инстинктам нетерпимости, эгоизма и иждивенчества, говорит наш президент Владимир Владимирович Путин. Своими воззрениями, что делать, сегодня поделились представители духовенства. Предложили заняться воспитанием не только молодежи, но и их родителей. Когда начинаешь разговаривать, иногда с людьми, которые получили неплохое образование, а внутренний мир
к великому сожалению, остается плачевным. Очень редко можно слышать о жертвенности, о преданности даже той профессии, которой он обучался многие годы. После беседы на религиозные темы всегда мы, расставаясь, всегда говорили: эх бы вот на эту тему рассказать всему нашему коллективу нашего завода, всему нашему коллективу нашего учебного заведения. Как подытожили, за воспитание всего общества нужно браться серьезно. Хорошая возможность празднования 75-летия Победы. Там примеров подлинного патриотизма и духовной силы предостаточно. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В Татмедиа новый генеральный директор. Им стал Шамиль Садыков, ранее возглавлявший агентство «Татаринформ». На этом посту он сменил Андрея Кузьмина, который стал советником руководителя аппарата президента. Сегодня Шамиля Садыкова коллективу компании представил глава республиканского агентства Айдар Салимгараев. Шамиль Мухаммедович, он человек опытный, всем известный. Прошу любить и жаловать. Не первый день работает. У него, наверное, все равно будет свое видение, свое понимание. Шамиль Мухаммедович, я рад, что вы с нами. Медиа-отрасль – это очень серьезное направление. Медиа – это означает контент. Самое главное направление – развивать контент, содержательную часть. Как найти себя в жизни и любимую работу людям с ограниченными возможностями? Ответы на эти вопросы сегодня искали в Казанском торгово-экономическом техникуме. В эти дни здесь проходит инклюзивная конференция «Карьерное проектирование». Началась она с круглого стола, обсуждает трудоустройство инвалидов. Перед участниками выступили эксперты из столицы и регионов страны. Самое важное – осознать, что ничего не делание для Homo sapiens – это смерть, в смысле деградация. То есть невозможно не делать. Больше 30 участников конференции вместе со студентами сыграли в «Что, где, когда». Автор конференции Виталий Куликов, победитель регионального чемпионата «Обилимпикс». Его проект поддержал обладатель «Хрустальной совы», знаток телевизионной игры Нурали Латыпов. Прочитаю вот эту книгу, так сказать, и поумней так не проходит. Мозгу, так сказать, нужен интерес. А игра... У меня есть такая фраза, это моя личная фраза. Игра – это маленькая жизнь, а жизнь – это большая игра. Старт празднованием в честь столетия ТАССР будет дан на следующей неделе. Сегодня их анонсировали в Кремле. В выставочном комплексе «Казань-Экспо» Рустам Минниханов официально откроет юбилейный год. Ожидается, что здесь соберутся около 800 гостей. Так начнется цикл праздничных событий, которые будут идти на протяжении следующего года. Снега нет, а новогоднее настроение есть. Его дарит наша телекомпания. На ТНВ съемки новогоднего «Голубого огонька». В эфир праздничное шоу выйдет 31 декабря. А вот как его готовят, увидите сейчас. Вечерние наряды и много песен. Все, что зрители увидят в новогоднюю ночь, готовят уже сейчас. На ТНВ «Голубой огонек». Кто-то уже на сцене, другие только готовятся. Заслуженная артистка Татарстана Гульдания Хайруллина вместе с дочкой Лилией поют дуэтом. Мы даже специально подобрали платья без блесток, нам так захотелось. Но, несмотря на то, что нет пайеток и блесток, все равно все очень замечательно, прекрасно и празднично. Лауреаты Вагаповского фестиваля Азат Абитов и Гульсерень Абдулина признаются, «Голубой огонек» – мечта детства. А тут праздник могли и пропустить. Пару дней назад мы оба болели, и сегодня, когда увидели все эти елки, гирлянды, Деда Мороза, мандаринки, появилось сразу чувство Нового года. От количества звезд на сцене за столами рябит в глазах. Именитые артисты, лучшие юмористы и ведущие нашего телеканала. Чтобы провести новогоднюю ночь вместе со зрителями, успевают и поработать, и отдохнуть. Журналисты ТНВ умеют и работать, и отдыхать. Вот в 7 утра я поехал на съемку Казанской телестудии 60 лет. И приехал сюда и окунулся сразу в праздничную атмосферу. Свет, камера, мотор, работа гримеров, оформителей, сценаристов и режиссеров. Съемки с утра до вечера, но сценарий праздника в секрете до боя курантов.
Новый год, семейный праздник, все собираются перед телевизором, поэтому мы готовим очень яркую, интересную программу. Съемки целых 2 дня, а это лишь малая часть от всего процесса создания «Голубого огонька». Полную версию праздника смотрите в новогоднюю ночь 31 декабря на нашем канале. Вероника Гайнутдинова, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Пока это все. Далее о погоде. И до новых встреч. Всего вам доброго. Хочешь «Ладу» в кредит? Пожалуй, лучшие кредиты в автоцентре «Парус». Только до 31 декабря 2019 года лечение катаракты 19 900 рублей. Офтальмологическая клиника «Крузлер». Телефон в Чистополе 4 75 80. Телефон в Вятских Полянах 6 42 42. Хочешь получить «Ладу» за наличный расчет выгодно? Тогда тебе в автоцентр «Парус». Алан Клиник. Восстановление потенции в любом возрасте. Хочешь «Ладу» по программе «Трейд-ин»? Пожалуй, лучший трейд-ин в автоцентре «Парус». В Новый год в новой шубе. Меняем старую шубу на новую. Шубный фестиваль на Казанской ярмарке. Только с 11 по 15 декабря. В автоцентре марка Nissan Qashqai от 1 миллиона 120 тысяч рублей. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Санаторий Ливадия Казань приглашает на новогодний тур. Вас ждет праздничный банкет и яркая шоу-программа. Оздоровительные процедуры сделают ваш отдых полезным. Весь декабрь. Datsun от 370 тысяч рублей. Зимняя резина и 50 тысяч на сервис в подарок. Если Datsun, то в марке 4 пятерки 3 семерки. Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан-2020». Кастинг 15 декабря в торговом центре «Мега». Приглашаются девушки от 14 до 23 лет. Телефон дирекции 290 01 029. С 12 по 15 декабря на Казанском ипподроме выставка-ярмарка «Халяль Калейдоскоп». Продукция «Халяль», одежда, косметика, аксессуары, восточные сладости, товары для здоровья. Скоро. 7-я национальная музыкальная премия «Болгар Радиусы». 14 декабря. «Пирамида». Билеты в продаже. Здравствуйте! О погоде после полезной информации. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно, срок, да еще со скидкой 20%? Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево ожидается ясный день. К вечеру возможны осадки. Температура будет колебаться от отметки -6 до -7 градусов. На северо-востоке республики, набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге солнце на весь день спрячется за облаками. Вечером велика вероятность осадков. Днем -5-6 градусов. На севере, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше аналогичная погода. Будет пасмурно и без осадков. 6-7 градусов мороза. На северо-западе, в Арске, Кукмаре, Балтаси весь день небо будет плотно затянуто облаками. Ожидается 6 градусов ниже 0. На юго-западе республики, в Болгарах, Дрожжином и Буинске солнце выглянет из-за облаков. Будет ясно, но морозно, до -6. В центре Татарстана, в Альметьевске и Мамадыше будет облачно и -5-7 градусов. В Чистополе ожидается ясный день, не ниже -5. Жилой комплекс «Грин» от финского застройщика. 5 минут от проспекта Победы в Советском районе. Хорошая экология и чистый воздух. Квартиры от 2,5 миллионов. Звоните в ЮИТ 233 03 03. Чудеса случаются. Трехкомнатная квартира по цене двухкомнатной. Жилой комплекс «Грин» от ЮЭТ. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе Казани. Звоните 233 03 03. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. Снова направляют на операцию. Что делать? В «Доктор Ост» передовые технологии вместо скальпеля хирурга. Робот помогает грыже уйти на место. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, вернуться к жизни без боли просто. Прямо сейчас запишитесь на прием в «Доктор Ост» за полцены.
Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В столице нашей республики ожидается безоблачная погода. Осадки не прогнозируются. Днем 5-7 мороза. Ветер южного направления, умеренный. Атмосферное давление выше нормы. 763 мм ртутного столба. Влажность воздуха высокая, 86%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Но резкое похолодание может стать причиной простудных заболеваний. Берегите себя. Спонсор показа – ООО «ТСИ». Купите квартиру в декабре 2019 года в ЖК «Родина», дом номер 8, со скидкой 50 тысяч рублей и участвуйте в розыгрыше бытовой техники. Выигрывает каждый второй участник розыгрыша. И это еще не все сюрпризы. Подробности по телефону в Казани 227 10 50. Новогоднее чудо не ищут под елкой. Оно приходит с исполнением заветной мечты. Мечты, которую вы воплощаете вместе с компанией ТСИ. Успей купить квартиру со скидкой в ЖК «Родина» и участвуй в розыгрыше призов при покупке квартиры в ЖК «Родина» и ЖК «Радужный 2».